По данным Минобразования Коми, дополнительным образованием в регионе охвачено 2/3 детей и подростков, а внеурочной деятельностью все 100% с 1 по 9 классы образовательных учреждений. Впрочем, участники заседания отмечают, эта работа должна вестись еще активнее и под кураторством учителей. По мнению профильного ведомства, именно классный руководитель обязан взять на себя этот функционал. Впрочем, с такой позицией в корне не согласен глава Коми, отметив, что у педагогов сегодня нагрузка и без того достаточно высокая, а вопросами занятости детей должны заниматься все-таки непосредственно их родители. Когда мои дети были маленькие, задания домашние задавали мне, понимаете, да, а не ребенку. Уж извините, на этот счет вот есть определенное мое такое суждение. И винить там учителя, у которого там 30 человек в классе, что он еще должен их занять после школы определенной, так сказать, деятельностью там, ну, это, знаете, это тройная, десятикратная нагрузка. Мы все это прекрасно понимаем. А вот что действительно стоит сделать, по мнению главы Коми, так это ввести в республике персональный учет всех семей со школьниками и знать не только, чем занимаются дети и подростки после занятий в учебном заведении, но и как с ними обращаются мамы и папы. Как чувствует себя ребенок в каждой конкретной ячейке общества и что именно толкает его на преступление. Вот в чем важно разобраться. Для республики эта проблема особо актуальна, ведь в последнее время в регионе идет рост правонарушений среди несовершеннолетних. И, как правило, приступить закон решаются дети именно из неблагополучных семей. Статистика неутешительная. Взять Ухту. 77% рост. А вам задуматься надо об этом, Магомед Нурмагомедович. Очень так серьезно, предметно. Сколько делается для Ухты, сколько создается новых мест, сколько модернизируется, и за 10 месяцев такой рост. В чем проблема? Это же надо предметно разбираться. Надо решать эту задачу. Я сейчас не требую ответа. Просто возьмите это в работу. Не надо сейчас комментариев. Они все известны. По словам главы Коми, это раненые души, с которыми нужно работать каждый день. Если этих детей не вытащить из неблагополучной среды на моменте взросления, потом это уже будут потерянные для государства люди. Вот почему важен целый комплекс мер и участие всех без исключения – чиновников, общественников, депутатов и правоохранителей. По поручению Сергея Гапликова изучит ситуацию, а также проанализирует опыт других регионов. Зампред правительства Илья Семяшкин, а после он представит предложение по решению вопроса. Одним из таких решений может стать, к примеру, организованный детский отдых. Причем не только в период каникул. Одно но, в Коми, как выясняется, не хватает баз отдыха. К слову, ранее на эту тему высказывался и министр спорта Николай Бережной. Проводить сборы на территории республики не всегда есть возможность. Звучит мнение, нужно строить новые базы. Сергей Гапликов категоричен. Достаточно возродить старые. Коллеги, я еще предлагаю и депутатам к этой теме активно подключиться и посмотреть, провести анализ вместе с министерством, вместе с муниципальным образованием, где какая база сегодня находится, в чьей она в свое время собственности была, кто ее создавал и так далее. Что под Сыктывкаром здесь несколько баз, которые когда-то в свое известное предприятие просто бросило. Они сегодня законсервированы, там находятся даже, извините, вот если сегодня расконсервировать, там даже матрасы лежат. Я не одну такую базу посещал. Я видел, насколько на сегодняшний день она не вовлечена в решение ряда вопросов. Но там существенные деньги нужны, потому что она стоит уже десятилетиями, такая база. А мы здесь ищем предмет, куда необходимо нам, так сказать, социальное партнерство привлекать. Да вот сюда и надо привлекать. Они могут быть и круглогодичного использования, и не только для детей, но и семейного отдыха. К этой теме глава просит подключиться Минимущество и Общественную палату в лице ее председателя Сергея Чечеткина. А еще и все отраслевые профсоюзы и аналогичные структуры при предприятиях всех форм собственности. Любовь Лапина, Павел Королев, Олег Истрамин, телеканал Юрган.